Здравствуйте! Сегодня у нас последний урок, и мы уже с вами можем начать делать украшения, скажем так, улучшать вид нашей надписи, так как мы все выровняли, привели в порядок наши буковки, сделали фон, покрасили. И давайте приступим к последнему, можем сказать, очень такому приятному моменту, как украшение нашей надписи. Как же это можно сделать? Для этого давайте мы возьмем цвет белый и кружочек. Да, тут есть инструмент эллипс. Если мы нажмем на этот инструмент на краешек, где есть стрелка, и нажмем его туда правой кнопкой мышки, мы увидим всплывающий список инструментов. Обычно здесь стоит прямоугольник, мы поменяем на эллипс. И теперь сделаем небольшой кружочек белого цвета. Он может быть такого размера, но, в общем, смотрите, чтобы он уменьшался правильного размера, круг держите Shift. И вот он, один кружочек. Для красоты давайте мы используем 1, 2 и 3 кружочка. Видите, автоматически программа показывает его выравнивание. Теперь Ctrl Group. Группируем. У нас есть группа шариков, скажем так, которые мы с вами будем сейчас копировать. Держим для этого клавишу Alt и тянем. Отпускаем мышку раньше, чем кнопочку Alt. Тогда у нас происходит копия. Мы двигаем вместе с копированием и копируем эти точки в нужных местах. То есть они могут быть снизу, сверху, в тех местах, где у нас буква имеет прямые линии. То есть прямую толщину и используем вот такой кружочек. Это добавляет некой динамики в надписи и выглядит уже поинтереснее. Также мы можем сделать один кружочек, взять здесь одну, Ctrl-Copy, Ctrl-C, да, нажимаем, и Ctrl-V. Ставим еще одну такую точку и можем скопировать ее также на концах нашей буковки. Начинаем двигать и ставим точечки так, чтобы они были бы в начале, в конце, да, нашей буковки. Можем таким образом добавить некой динамики. То есть я покажу несколько способов, как можно вообще улучшать внешний вид букв. Мы можем еще также добавить точки здесь, точку здесь и точку здесь. Да? Тогда выглядит уже по-другому. Теперь, чтобы они не мешались, видите, в этом очень много, мы выделяем выбрать схожие объекты, он выбирает по цвету, и Ctrl Group группируем. Если что, мы можем это запросто одним щелчком удалить или спрятать. Видите, как все это выглядит. Это первый способ с помощью точек. Точки могут быть мелкими, кстати, на ваш вкус. Второй способ — это создание с помощью пера линии. Для этого мы ставим 2 точки. Здесь меняем белый цвет, чтобы он был на концах. И также мы регулируем толщину. Здесь обводку делаем потолще. И делаем концы скругленными. Для этого нажимаем обводка. Здесь выбираем конец, скругленный конец. Таким образом мы видим, что есть такая линия. Мы линию добавим в тех местах, где у нас идет более прямая линия. Например, буква Ш. Можем здесь и здесь. Но это уже вы можете на свой вкус поставить, чтобы поинтереснее выглядело, либо, допустим, вот так, да. Также линию можем здесь поставить. Ну, смотрите, чтобы было поинтереснее, можно ставить где-то снизу,
следы сверху и неким образом здесь, например, посерединке, чтобы было как-то вот поинтереснее. Здесь везде есть прямые линии, поэтому нету никаких затруднений в этом плане. То есть мы здесь можем поставить, допустим, здесь, да, но единственное, что у нас осталась буква L без линии. Здесь мы напоследок самым последним сделаем, потому что его нужно будет немножко наклонять, она не прямая. И вот все, у нас волшебство тоже имеет линии, это уже смотрится тоже так же интересно, мы его же выделяем и тоже Ctrl Group копируем, ну, то есть группируем. Все, и последний момент, мы сделаем сейчас с вами тени для вот этих двух объектов. Мы можем их скопировать и сделать копию. Ctrl-C, Ctrl-F, чтобы они появились ровно там, где была. То есть Ctrl-V это ставит в любом месте, а Ctrl-F, да, в английской или русской букве А сделать его более в нужном месте. Сделаем черного цвета и стрелочкой начнем двигать, как будто свет светит нам с какой-то стороны, и мы как бы добавляем небольшую такую тень. Тень у нас есть, она абсолютно черного цвета, чтобы она не была такой яркой. Мы можем сделать его прозрачным, полупрозрачным. Тень тогда будет такого вот цвета очень серого. Если это не нравится, мы можем подобрать оттенок темный к темному розовому. То есть мы можем взять вообще другой цвет здесь в палитре, да, взять более интересные цвета. Но смотрите, лучший способ создания тени это, конечно, цвет более темный, да. Не надо там брать желтый, зеленый, это будет смотреться не очень. Кроме того, мы можем немножко вот эту ту линию, чтобы вот этих некрасивых вещей не было, сделать еще так объект, контур и создать параллельный контур. 8 пикселей. Ну, пусть пойдет, посмотрим. Ну, теперь толщина стала гораздо очевиднее. И да, тут точно надо немножко сделать непрозрачным, наверное. Посмотрим, как это будет выглядеть. Да, вот так. Чтобы не так очевидно, тень немножко была такой, скажем, не выделяющейся сильно. Вот в каждой книге живет волшебство. Вот такая у нас надпись получилась. Ну, немножко мне хочется еще подкорректировать по цвету. Да, цвет сделать более. Здесь мы можем каталог цветов пробовать цвета. Каталог цветов включается окно. Каталог цветов. Правильно произношу, нет? И здесь уже подбирать по насыщенности более интересные цветовые сочетания. Мне вот такой цвет нравится, но он очень яркий. Мы можем его немножко приглушить. HSB берем и Saturation. Нет, Brightness. Чуть вот приглушаем. И как-то вот такой цвет может быть. В каждой тоже мне хочется чуть поярче. Розовый, темно-розовый, коралловый, да. Он немножко тоже не такой яркий. Давайте чуть яркости добавим. И все, в каждой книге живет волшебство. Убираем вот эти лишние детали. Вот такая надпись у нас получилась. Можем немножечко здесь дело убрать и убрать фон. То есть фон у нас зафиксирован. Мы чуть-чуть толщину я здесь убрала фона. Вот таким образом, да. Выравнивание было немножечко посередине. Кстати, мы волшебство не сгруппировали. Да, слово волшебство мы не сгруппировали. Должны обратно его сгруппировать. Ctrl Group. Также взять вот эту надпись
и немножко его выровнять посерединке, посередине монтажной области. Да, на самом деле вот настолько оно должно быть посерединке. Давайте чуть-чуть так подвинем все-таки. Это перебор. А здесь не забываем, что у нас разгруппировываем здесь. Так, тени. Вот тут с тенью тоже можно разгруппировать. Ну ладно, в принципе, так тоже нормально. Ну все, закончили. Спасибо, что были с нами, посмотрели этот курс. Надеюсь, вам стало интересно заниматься леттерингом, создавать его в компьютере. И на этом заканчиваем вот этот небольшой мини-курс по леттерингу.